К другим темам. С 8 по 12 февраля правительственная группа во главе с Виктором Амуковым встретилась с населением Верхоянского района. В течение 5 дней рабочая группа вместе с ответственными работниками предприятий и учреждений Арктического района посетила 17 муниципальных поселений, 6 отдаленных участков. За работой группы наблюдали наши корреспонденты. В течение недели рабочая группа правительства республики под руководством Виктора Амукова посетила все 23 населенные пункты Верхоянского района. В целом верхоянцы отметили, что в последние годы идет последовательное развитие Арктического района. Поддержка – это строительство объектов новых, это и на жилищно-коммунальном хозяйстве, это улучшение жилищных условий района, строительства объектов. Поэтому и в поселке Батагай в прошлом году были очень много вопросов по санитарным состоянию поселка и так далее. Да? Когда именно совместная работа администрации района, поселка Верхоянска, Батагай и работы правительства, все равно чуть-чуть есть продвижки. Вместе с тем были озвучены и актуальные проблемы, волнующие сегодня жителей Верхояния. Так, вопросы сельского хозяйства, отсутствие фельдшера на одном из отдаленных участков Эгинского наслега, строительство водовода в районном центре и многие другие. Запретили, ничего не надо сжигать, а как быть дальше? Это необходимость или чья-то прихоть? И второй вопрос по бесплатному гектару. Какие там перспективы? Надо, чтобы население не уезжали, или переезжали, или просто участки будут выдавать на продажу. Открытый и прямой диалог власти республики и населения в Верхоянском районе состоялся. Как отметил один из патриотов Верхоянского района Петр Ильич Слепцов, каждая встреча власти с населением дает свои плоды. И, конечно, я одобряю работу правительства за прошедший год. Такие подвижки, такие большие дела, конечно, без поддержки правительства, районного руководства и руководства республики невозможно было. А они работают в паре. Альбина Павлова, НВК ЦХ, Батагай.